Здравствуйте, всем добрый вечер. Всем, кто сейчас онлайн, и тем, кто будет слушать в записи. Меня зовут Раскильдина Динара, я куратор Музея современного искусства «Заман». Сегодня здесь мы слушаем лекцию Искандера Саин-Баталова, А, и я вот рада его представить. Пожалуй, начнем. Всем привет еще раз. Добрый вечер. Рад приветствовать сотрудников музея «Заман» и всех, кто нашел возможность сегодня подключиться и послушать нашу лекцию. Сегодня третья лекция из цикла «Семь бесед о людях и книгах» собственно, литературе Башкортостана в евразийском пространстве, о литературе Башкортостана 17-19 веков. Сегодня мы будем говорить об историографии, о том, как она эволюционировала, как менялись выражаемые ею идеи и выражаемые идеи, взгляды, представления о собственном прошлом и, соответственно, вытекающие из него объяснения настоящего и отчасти концепции и идеи будущего. В силу того, что после прошлой лекции поступил небольшой такой запрос на то, чтобы я немножечко рассказал о себе и происхождении своих компетенций, соответственно, немного времени уделю как раз разговору о себе любимом и о том, какими кружными путями можно прийти к востоковедению, изучению рукописей и изучению тех текстов, которые в этих рукописях зафиксированы. Как обычно, когда мы начинаем разговор об очередной теме, немного общеисторического и общекультурного контекста, небольшое такое общекультурное введение. Историописание в мусульманских обществах, то есть составление специальных трудов, составление специальных текстов, посвященных истории, посвящен прошлому и осмыслению истории, началось в мусульманских обществах не то чтобы рано, где-то на рубеже 3-4 века после хиджры, после начала мусульманского летоисчисления, после переселения пророка Мухаммада в Мекку и в Медину. При этом историописание считается занятием богоугодным, и исследование истории, изучение прошлого считается вытекающим из неоднократно произнесенного в Коране повеления, которое, ну, наиболее в таком общем, скажем так, виде, которое сформулировано в 42 стихе 30 суры Корана. «Идите по земле и посмотрите, каков был конец тех, которые были раньше». То есть история функциональна, история в мусульманских обществах, особенно в мусульманских обществах прошлого, это нечто прежде всего функциональное с точки зрения религии, с точки зрения демонстрации Божьего могущества и того, как Бог управляет человеческими обществами и как человеческие общества выстраивают, как правило, неудачно свои отношения с Богом. То есть история – это, во-первых, источник и подтверждение религиозных догм и тех или иных фрагментов, а также общего такого смысла, общего послания Священного Писания. Кроме того, история функциональна в качестве воспитательного средства, особенно в качестве средства воспитания людей, которые должны служить другим людям и которые должны нести за них ответственность. Прежде всего правителей, высших чиновников, представителей имущего класса и так далее. Соответственно, примеры достойного и недостойного поведения, рассказы о том, как те или иные исторические деятели действовали в тех или иных условиях, они достаточно рано, до того, как началось систематическое писание хроник, летописей и других подобного рода текстов, они сформировали литературу с примерами, литературу приличия, которой по-арабски была названа адаб. В единственном числе, адаб во множественном, и само обозначение литературы как раз выросло из названия этих сочинений.
Мусульманские общества сформулировали два ключевых подхода к истории. Они разделяются хронологически. Первым таким подходом было рассмотрение истории как теофании, то есть как проявление божественного в судьбах человеческого общества, как проявление Божьей воли, Божьих желаний и Божьих замыслов относительно людей и обществ. Собственно, крупное, но оно сразу же вышло гигантским, первое первое систематическое такое известное и сохранившееся сочинение по истории. Это книга пророков и царей или книга народов и царей выдающегося богослова, комментатора Корана и историографа Ибн Джарира ат-Табари как раз представляет собой вот такое вот теофаническое видение истории. То есть Бог, который с точки зрения традиционного мусульманского вероучения является единственным субъектом действия, единственным истинным действователем, проявляет свою волю в том, как складываются судьбы человеческих обществ. И будучи комментатором Корана, ат-Табари зачастую показывал прошлое, показывал события прошлого, как некие иллюстрации к кораническому тексту. То есть, если взять в руки текст от Табари, мы увидим, что вот идет аят Корана, и вот идет, собственно, изложение того, когда, где и что случилось в качестве иллюстрации к этому аяту. На рубеже XIV-XV веков в творчестве и в трудах выдающегося мыслителя, дипломата, историографа из Северной Африки Ибн Хальдуна история начинает рассматриваться несколько иначе, как комплекс сообщений о том, как живут люди, а также как учение о том, как определить, правильные эти сообщения или неправильные, истинные они или неистинные. И, собственно, сама по себе история по Ибн Хальдуну, он не называл ее уже историей, он называл ее Ильмуль Джадид, новая наука, является уже систематическим учением, как циклически из века в век, из тысячелетия в тысячелетие человечество обустраивает Землю, обустраивает те ландшафты и те пространства, в которых оказывается. То есть Ибн Хальдун попытался построить общую теорию на истории, общую теорию того, как человеческое общество взаимодействует с Землей, с ландшафтами и по каким законам человеческие общества возникают, развиваются и разрушаются. Ну, собственно, именно за новую науку и за попытку построить универсальную модель развития обществ Ибн Хальдуна и называют сейчас уже задним числом отцом социологии, ну или дедушкой. В любом случае, все мусульманское историописание строилось на несколько иных принципах, чем историописание современное, уже эпохи модерна. То есть мы смотрим на прошлое прежде всего будучи заинтересованными в неких объективных фактах, в неком таком позитивном знании, что было, и, соответственно, в отбрасывании того, чего не было или чего быть не могло. Мы смотрим на прошлое с позиции критической эпистемологии, критического разума, то есть мы настроены на восприятие того, что было в прошлом, на восприятие рассказов о прошлом с изначальным таким недоверием, с изначальным сомнением, и только если некое событие, факт, некое сообщение, интерпретация, некая информация проходит у нас через сито разнообразной критики, внешней, внутренней, источниковедческой, филологической и так далее, мы признаем, что факт или данное, что некое знание, некая информация является исторической и может служить кирпичиком для осмысления действительности.
Историография мусульманских обществ, особенно более ранняя, она, хотя и стремится все-таки отделить факты и заслуживающие доверия информацию от откровенного вымысла или подлога, но использовала для этого другие критерии. Это прежде всего соответствие или несоответствие религиозному учению, как не столько даже буквальное, сколько соответствие по смыслу, сколько соответствие по духу. Оно исходило зачастую из презумпции добросовестности тех, кто составлял более ранние сообщения, то есть из презумпции доверия к предшественникам. И, кроме того, оно было значительно менее аналитическим и значительно более синтетическим. То есть, если об одном и том же месте, лице, факте, событии имелось несколько противоречивых сообщений, историографы зачастую не ставили перед собой задачу определить, какое из них истинно, особенно, ну, они четко понимали в том числе, что таких инструментов у них достаточно ограниченное количество, и зачастую стремились просто скомпилировать все разновременные, разноречивые, разные по происхождению трактовки того или иного события, то есть представить его сразу в нескольких перспективах. Вот сколько об этом сказано, сколько об этом дошло сообщений, столько их и будет помещено в соответствующее историческое сообщение. Соответственно, с одной стороны, это для современных исследователей это делает арабо-мусульманскую историографию очень подробным источником и очень богатым зачастую. С другой стороны, с точки зрения позитивистского такого видения, с точки зрения идеофактологического осмысления прошедшего, она задает достаточно много достаточно сложных задач, то есть выделение хронологических слоев, разделение вот тех или иных сообщений, распутывание клубков сообщений, отделение исторической информации от географической, мифологической и так далее. Все это делает изучение таких памятников с одной стороны сложным, с другой стороны увлекательным занятием. Субъектами истории в мусульманском историописании выступали религиозные общины или народы. Коран изначально не различает, собственно, не различает то или иное понятие, и все обозначается термином, который имеет словарное значение народ. Это правители, цари, государи, племенные вожди и так далее. Это человечество в целом, и, наконец, это обустроенность, то есть встроенность человечества в ландшафт, встроенность человечества в населенную часть планеты, которая понимается как некая такая всеобщая закономерность. По-арабски этот термин звучит как умран. И обустроенность – это как раз ключевой концепт, ключевое понятие Ибн Хальдуновской новой науки. Соответственно, историописание в мусульманских обществах началось на рубеже 9-10 веков нашей эры и опиралось сразу на несколько источников. С одной стороны, это исторические предания арабов, Аямуль Араб, Дни арабов, это был такой жанр достаточно короткой устной прозы. На античные переведенные с греческого при аббасидах исторические сочинения, и на переведенные со среднеперсидского исторические хроники Ирана времен династии Сасанидов. И вот на основе перевода, переосмысления, синтеза вот этих вот переводившихся уже с 8 века текстов, ближе к концу 9 возникает, собственно, арабское историописание, наука, которая называется тарих.
Дальше она постепенно развивается вширь, то есть создаются крупные энциклопедические своды, она охватывает другие языки, появляются хроникальные сочинения непосредственно на новых мусульманских языках, прежде всего на новоперсидском, и постепенно в ее орбиту входит все большее и большее количество народов и стран. А, На судьбы историописания при мусульманских обществах серьезно повлияли завоевания Чингисхана, западные походы и юго-западные походы монголов. То есть, с одной стороны, а, монгольские походы нанесли страшный ущерб цветущим мусульманским культурам на территории Центральной Азии, на территории Месопотамии, на обширных территориях Ирана и того, что и Закавказья. С другой стороны, в силу такой культурной открытости, в силу космополитичности культуры завоевателей, их двора, достаточно скоро культурные достижения, которые на завоеванных территориях имелись, начали приспосабливаться и начали использоваться для обслуживания уже новой власти. И перед мусульманскими народами и мусульманскими мыслителями встала достаточно нетривиальная задача. Во-первых, включить вот эту раннюю историю монголов в ту систему представления об истории, которая задается кораническим мифом, то есть, в конце концов, возвести Чингисхана к кому-то из потомков Ноя и, соответственно, поместить монголов, поместить завоевателей в уже имеющуюся картину мира, в уже имеющиеся классификации. С другой стороны, стояла задача объяснить, собственно, как так получилось, какие внутренние механизмы, какие мотивы стояли за тем, чтобы Бог, который в своем всеведении ничего не объясняет напрямую, чтобы Бог отдал власть над цветущими мусульманскими странами тем, кто мусульманами не является. То есть объяснить, почему огромная Хорезмийская империя, почему багдадский халифат аббасидов пал под натиском монголов, и очень долго никто их не мог остановить. Соответственно, здесь необходимо было некое объяснение нового витка теофании, а, хотя бы какой-то намек на то, что хотел Бог сказать мусульманам, отдавая их во власти монголов. Соответственно, такие сочинения появились достаточно быстро, они начали появляться на территории современного Ирана при дворе одной из ветвей Чингисхана, династии Ильханов или Ильханидов. Они были потомками Чингисхана по линии его третьего сына Угадея от его сына Хулагу. И как раз при дворе хулагуидов, которые достаточно долго не принимали ислам, создаются первые персоязычные своды, которые включают в общемировую с точки зрения ислама историю, в том числе и монгольские завоевания. Первой такой работой была «История завоевателя мира» Атам Алика Джувейни, а крупнейшим таким сводом и наиболее влиятельным было собрание летописей Джами ат-Таварих Рашида ад-Дина Фадлаллаха аль-Хамадани, который долгое время служил при Ильханах в должности визиря и главного визиря. При этом расширяются источники сведений, ими становятся не только, собственно, личные впечатления автора, не только предшествующая традиция на разных языках записанная, но и генеалогические предания, знатоками которых были многие представители тюркских и монгольских родов.
Династические хроники на других языках, в том числе, ну, собственно, на старомонгольском и на китайском, возможно, на китайском. И, кроме того, сами персонажи, сами лица, которые в этих трудах изображаются. То есть тот же Рашид ад-Дин очень часто ссылается просто на знатоков истории, представляющих ханский род. Впоследствии уже, когда политическая доминанта сменяется, и на смену чингизидам приходят потомки а, выдающегося полководца, завоевателя Тимура, известного как Тамерлан или Хромой Тимур. Соответственно, во время тимуридов вот эта личная позиция ключевого действующего лица, рассказанная специально подобранным, специально нанятым летописцем, становится одним из важнейших источников и их позиции, и, собственно, информации, которая там представлена. То есть считается, что первые биографии Тимура и первые, соответственно, хроники его завоевательных походов, известные как Тимурнама, а впоследствии книги о Тимуре или книги о победах, они историограф и герой повествования в более поздней, уже после чингизидской и тимуридской традициях, становятся очень близки. Ну, максимум этой близости – это выдающееся литературное произведение и выдающийся исторический источник. Это Бабур-нама, в которой Тимурид Бабур, завоевавший Индию, вернее, Северную Индию и основавший империю великих моголов, рассказывает о своем жизненном пути сам. Мусульманская историография Урала-Поволжья возникла, по всей видимости, сравнительно поздно. То есть непосредственно текстов эпохи Золотой Орды и эпохи первых постордынских государств, которые существовали на территории Урала-Поволжья в 15-16 веках, не обнаружено. При этом у потомков правителей Золотой Орды, у династии Шибанидов были свои династические, которые правили Сибирью, а потом оказались в Центральной Азии. У Шибанидов было свое придворное летописание и свои хроники. Соответственно, вероятно, какая-то письменная традиция, какая-то историографическая традиция имела место, но ее памятники до сего дня не обнаружены. То есть для всего Урала-Поволжья в целом наиболее ранним историографическим памятником является законченный в 1605 году труд под названием «Джами ат-Таварих» на языке тюрки, составленный Кадыр Алибеком Джалаири, который был сначала придворным сибирских шибанидов, тех, кто в русской историографии известен как Кучумович, а потом вместе с одним из них попал в плен и оказался в городе Касимове, недалеко от Москвы, в Рязанской области. И вот там, в Касимове, он написал «Джами ат-Таварих», собрание летописей с посвящением Борису Годунову, с очень длинным посвящением. Вот. И, соответственно, составленные уже здесь, непосредственно в нашем регионе тексты, они датируются не ранее, чем, ну и не позднее, правда, чем середина 17 века. Мусульманская историография Урал-Поволжья опиралась и на арабскую. Труды от Табари и других историографов были известны хотя бы и в переложениях. На персидскую тот же Кадыр Алибек Джалаири опирался на Рашид ад-Дина, и мы видим это даже в названии его хроники, и более раннюю тюркскую традицию. Она могла изначально носить придворный характер, но из-за того, что непосредственно придворных летописей более ранних не сохранилось, об этом можно говорить лишь предположительно. И была тесно связана с местными клановыми генеалогиями, с тем, что мы называем словом шежере. Применительно к нашему региону, применительно к территории расселения башкир, наиболее ранним историографическим памятником является Чингизнама. Это сравнительно короткий, порядка 30-40 рукописных страниц,
текст, который излагает общеизвестный миф о Чингисхане, о его чудесном происхождении и родословной. Те, кто читал «Сокровенное сказание монголов», те, кто в принципе, смотрел какие-то фильмы про Чингисхана, это, в принципе, не вызовет ничего нового. То есть это такая вот очень сокращенная, очень лапидарная, родословная от коранического пророка Нуха, библейского Ноя, до самого Чингисхана. С некоторым количеством опущенных поколений, с некоторым количеством перепутанных и опущенных имен, но тем не менее, вот все ключевые элементы происхождения, мифа о происхождении Чингисхана и его близких родственников, они сохранены. То есть там фигурирует рождение от солнечного и от лунного луча предков Чингисхана, обставляются совершенно чудесными подробностями рассказы о рождении и детстве Чингисхана, описываются трудности его молодости, что коварные родственники пытались его убить и поднять народ на восстание против него, а сам Чингисхан рассматривается как основоположник действующего общественного порядка. По большому счету, если смотреть на это просто с позиции того, что рассказано в сокровенном сказании монголов, что рассказано Рашид ад-Дином и его последователями, здесь, кажется, нет почти ничего нового. Но ключевой, пожалуй, особенностью Чингизнама, которая была распространена здесь, является то, что является несколько таких факторов. Во-первых, топонимия книги – это, хотя в самой книге сказано, что сам Чингис родился где-то в Хитае, вот, но тем не менее топонимия книги – это Южный Урал. То есть чудесный корабль, очень драгоценный корабль, в который была посажена бабушка Чингисхана, потому что забеременела от солнечного луча, он проплывает мимо горы Таратау. Там же встречаются еще некоторое количество топонимов, которые, в принципе, с определенной долей предположительности, но могут быть привязаны к территории Южного Урала. То есть Чингисхан помещается в пространство, помещается в топонимию того, что находится здесь. Во-вторых, основными действующими лицами выступают бии, которые носят имена башкирских кланов, либо имена первых предков из башкирских родословных. То есть мы видим там Джурматы бия, Бурджан бия, Тамьян бия и так далее. Мы видим в наиболее распространенных изданиях перепутаны, по всей видимости, точки. Мы видим Мутиарбия, который может быть запросто отождествлен с Муйтенбием, предком башкира клана Усерган. Мы видим Калдарбия, с которого начинается родословная клана Кыргыз. Мы видим, наконец, Уйшин Майкыбия, с которого начинается родословная башкир клана Табын. И основными действующими лицами собственно, в той части, где речь идет о самом Чингисхане, являются именно они, а не Чингисхан. Он там фактически ничего не делает. Он только о нем упоминается только, что мать сказала его старшим братьям, что именно он достоин быть ханом. Говорится, что он был справедлив к народу и хорошо обращался с биями. Говорится, конечно, что он безжалостно истребил своих коварных врагов, но потом по одному потомку оставил. Вот. А в целом, в общем-то, больше Чингисхан ничего не делает. Он не командует армиями, никаких сражений там вообще не происходит, не строит никаких козней, ну вот вообще ничего. Единственное, что с ним происходит, когда коварные братья задумывают его убить, он по совету матери поднимается вверх по некой реке Текелек, вот, ставит там в уединенном месте юрту и живет там в одиночестве. И бии за ним являются, когда становятся невмоготу от несправедливости братьев, и привозят его обратно царствовать. Вот.
Соответственно, с точки зрения рассказывания истории о Чингизе, книга, казалось бы, совершенно мифологическая и совершенно никуда не годящаяся в качестве исторического источника с точки зрения такого вот позитивистского нашего современного историописания. Но если обратиться к заложенным в нее идеям, то что мы увидим? Мы увидим, что это не придворная история. То есть это не история о том, как ряд праведных и правильных доблестных предков пришел к тому, к власти, что у власти находится тот, кому посвящена книга, и он должен тоже вести себя так же, как они. То есть эта книга не адресована хану. Она, правда, описывает еще словами одного из мудрецов еще до рождения Чингисхана, каким должен быть хороший хан. Он должен справедливо судить, он должен быть милостив к народу и должен советоваться с беями. И, соответственно, здесь вырастает идея и понимание, что ключевая идея – это то, что хан ничего из себя без поддержки биев и стоящего за ними народа не представляет. Это первая такая ключевая идея. И она как раз выражает политическое мировоззрение башкир 17 века, которые создали особый такой тип общественного устройства, который современные историки называют горизонтальной политией. То есть это федерация из 40 примерно равных по статусу и равных по каналам, по возможностям влияния на процессы клановых структур, которые вместе собираются, советуются, достигают общего согласия и, соответственно, ведут войну, заключают мир, выплачивают налоги, вступают в альянсы и так далее. И здесь мы видим интереснейший пример историописания, которое не привязано к двору, но при этом привязано к вполне определенной политической структуре. С другой стороны, вторым адресатом этого послания является само башкирское общество, что, соответственно, которое возводит свое вот это состояние в качестве горизонтальной политии, состоящей из множества равных племен, хотя и разных по происхождению, управляемых биями, что вот эта структура, она создана Чингисханом. Это послание, как сейчас сказали бы, месседж, был уже адресован не только самому башкирскому обществу и не каким бы то ни было ханом, он был адресован, по всей видимости, властям Московского царства, с которым башкиры при воцарении каждого нового царя возобновляли подданство, возобновляли, соответственно, систему взаимных обязательств. И, соответственно, вот эта летопись также демонстрировала, что у башкир есть письменные документы, которые заявляют, что порядок в местах их проживания установлен Чингисханом, а московский царь, как продолжатель его дела, соответственно, должен взаимодействовать с башкирами примерно вот так же. То есть не вмешиваться в их внутренние дела и уважать то, что было оставлено в наследство Чингисханом. Вот такая двунаправленная история. То есть в виде исторического повествования о прошлом, мы видим своего рода политический манифест. Собственно, достаточно рано Чингизнама начала обрастать дополнениями. И, собственно, Чингизнама и 5 дополняющих ее текстов, сохранившиеся в 4 или в 5 рукописях всего, ну, про московского царя я потом еще дополнительно скажу. Собственно, а, это некая система такая хронологических и более подробных, более близких к современности дополнений и продолжений к непосредственно
к Чингизнаме. А, События после смерти Чингисхана структурируются вокруг нескольких персонажей. Это прежде всего среднеазиатский завоеватель Тимур, который вообще-то враждовал с потомками чингизидов и который сыграл решающую роль в распаде Улуса Джучи, того государства, которое в российской историографии называется Золотая Орда. Однако, в соответствии с башкирской генеалогической традицией, существующее расселение и события после смерти Чингисхана, они как раз объясняются завоеваниями Тимура. В Чингизнаме, в Дафтаре Чингизнаме включается рассказ об основателе Ногайской Орды Темнике Эдиге, включаются рассказы о городе Булгария, о нем мы еще будем говорить, и заканчивается все обычно, скажем так, Дафтар Чингизнаме в своем полном составе, таким кратким перечислением основных дат, которые происходили в крае в XVI-XVII веках. Заканчиваются хронологически они либо 1680-ми годами, либо событиями Башкирского восстания 1735-40 годов, о чем мы еще будем говорить. Обращение к личности Тимура как врага вообще-то чингизидов и как человека, как деятеля, действия которого оказали очень негативное влияние на население Золотой Орды. Он пришел как завоеватель, как разоритель, после него затухает городская цивилизация, после него происходит коллапс политической системы и прочее, потребовало серьезного переосмысления собственного прошлого и появления целого ряда умолчаний. Собственно, чем интересно и чем характерно Дафтар и Чингизнама, что тем, что в своем полном виде, тем, даже не столько тем, о чем и что в ней рассказывается, сколько тем, о чем в ней умалчивается. В ней совершенно не представлена или практически не представлена история постордынских государств и тех ханств, которые возникли на ее осколках. Прежде всего история Казанского ханства и того, что произошло с ним в середине XVI века. Это такая вот фигура умолчания, которая первоначально вызывает некоторые недоумения. Собственно, Тимур, о котором мы будем еще достаточно много сегодня говорить, трактуется в сказании о хромом Тимуре во второй части Чингизнама как религиозный, а не эпический герой. То есть, если в собственно, Чингизнама мы видим ислам только во вводной части, в завершающей части, внутри идет вот такой вот генеалогический эпос, или генеалогический миф скорее, то вот Тимур это именно Гази, ведомый религией завоеватель, отважный воин-победитель совершенно не эпический герой. Сюжетно сказание о хромом Тимуре опирается на среднеазиатские сочинения в жанре Тимурнама или Зафарнама. Центральным событием его является разрушение города Булгара. О Булгаре мы еще будем с вами говорить. Место между Булгаром и современностью в большей части полных списков занимает исключительно генеалогия. То есть Тимур разрушил Булгар, люди из Булгара разошлись, основали другие города. В городах жить оказалось достаточно тяжело и сложно. Люди разошлись по деревням, населенным пунктам и так далее. И вот расселились, а дальше просто идет перечисление событий. Почему так? Ответ на этот вопрос дает единичный письменный памятник, происходящий из Башкирии, но написанный на персидском языке. Его единственная копия сохранилась в составе сложно-составной рукописи XVIII века, и хранится она сейчас в Санкт-Петербурге в Институте восточных рукописей. Условно она называется «Хикаят», то есть повествование, и написана на персидском.
Вот там есть рассказ о Тимуре, есть рассказ о падении Казанского ханства, о признании башкирами российского подданства, перерастающий в генеалогию клана Тамьян, с подробной хронологией его переселений по Башкирии. Также там излагаются события восстаний 1705-1711 и трагические события восстания 1735-40 годов. То есть ну, о Хикаяте мы будем с вами еще говорить в рамках обсуждения персофонии, но мы можем, в принципе, судить, что в первой половине XVIII века, с одной стороны, историческое осмысление взятия Казани и того, что было после, историческое осмысление вступления в российское подданство имело место, но при этом все заканчивается травмирующим событием, первым потерпевшим поражение башкирским восстанием 1735-40 годов. После этого восстания Башкирия была включена в административную систему Российской империи, были пересмотрены ключевые такие основания взаимодействия башкир и российских властей, и, соответственно, миф о Чингисхане утратил своего адресата. То есть для уже после петровских царских администраторов вот эта историческая традиция и представления и особые привилегии, связанные с добровольным присоединением к России, с преемственностью между ханской властью и царской, они перестали быть актуальными. С другой стороны, для самого башкирского общества стало уже ясно, что попытки демонстрировать недовольство российской политикой путем приглашения к себе ханов-чингизидов тоже полностью себя дискредитировали, потому что эта модель больше не работала ни на одном из своих этапов. И, соответственно, появилось, кроме того, восстание 1735-40 года был первым восстанием, в котором башкирское общество участвовало не монолитно, не единодушно, а в котором появился слой тех, кто поддерживал действия царских властей. И, кроме того, в ходе его подавления башкирам были противопоставлены прочие представители мусульманских народов, проживавшие на их землях. То есть возникла потребность в новой объясняющей модели, в новой интегрирующей модели и в новом, скажем так, объяснении сложившегося положения. И на помощь приходит миф о городе Булгаре. По всей видимости, какая-то историческая память о Булгарии, булгарской культуре, она все-таки существовала, и какая-то преемственность в Среднем Поволжье имела место. Но из документов XVII века мы знаем, что развалины Булгара и Беляра башкирами в XVII веке почитались. Об этом есть в русскоязычных документах. В ходе вопросов-ответов, в принципе, могу немножечко пояснить. Миф о Булгаре как об источнике исламизации народов Урал-Поволжья впервые был связан и изложен в политическом манифесте Батырши, который пытался поднять восстание всех мусульман Российской империи за свои права, но потерпел неудачу. В 1860-е годы башкир Мурат Ишкалеев призывал восстановить Булгар, причем мирным путем, и никакой кары за это, конечно, не понес. И, наконец, начиная с 1780-х годов, формируется булгарская историография. Вот здесь в цитате из воззвания Батырши представлены основные слагаемые булгарского мифа, что все мусульмане российского Урала-Поволжья имеют общую религиозную историю, и все они вышли в той или иной мере из Булгара. Что Булгар был источником исламизации окружающих народов, и, соответственно, окружающие народы чему только не поклонялись. Вот. Ну, цитата такая достаточно красноречивая. Ключевые тезисы, сложившиеся позднее в ряде сочинений булгарской историографии, это то, что предки народов изначально были язычниками и зороастрийцами, огнепоклонниками, что ислам проник сюда уже при пророке Мухаммаде, это
явный анахронизм, но кого это волнует. Булгар впал в религиозные заблуждения и был за это заслуженно разрушен Тимуром. То есть собственное прошлое мифологизируется в негативных тонах, что Золотой век, вот этот вот существовавший Булгар, был уничтожен, был разрушен вполне заслуженно. И власть была передана над регионом, была передана Тимуром напрямую или почти напрямую России. То есть никаких политий, никаких политических структур между разрушенным Тимуром Булгаром и современным положением их просто нет. Вот, собственно, ключевое сочинение этой историографии – это книга «Тарих-Нама и Булгар», сочиненная неким Шараф-ад-Дином Ибн Хисам-ад-Дином Аль-Муслими. В самом тексте она датирована серединой XVI века, но это, скорее всего, вернее, это явная мистификация, потому что описываемые реалии, они так очень прочно указывают на XVIII век, его вторую половину. И вот, в общем-то, здесь перед вами, в цитате перед вами, вы видите, как объясняется то, что такой вот успешный завоеватель хромой Тимур всех, значит, завоевал, а вот на Московское царство не пошел. Вот. Это самый-самый конец этого текста, и, соответственно, этот текст подводит к тому, что российское подданство – это вполне себе специально уготовленная, соответствующая Божьей воле судьба российских мусульман. А, При этом позднее историографическое сочинение, о котором еще пойдет речь, которое переводил я, сочинение отца и сына Кииковых, поэта Али Чукури и его сына Арифуллаха Аль-Басарави, описывает, собственно, вот этого, что там было в этой фигуре умолчания между Тимуром и современностью. И вот он пишет, что Тимур оставил, значит, в Поволжье наместником какого-то калмыка, то есть кого-то не местного, который вроде правил, а потом просто взял и завещал страну тем, кто правит Москвой. Вот. А те, соответственно, пришли и начали править справедливо. Первым, собственно, башкортостанским, происходящим из среды башкир текстом булгарской историографии является книга «Тарих-Нама и Булгар», книга истории Булгара Таджа-ад-Дина ибн Елчигула. Сюжетно она представляет собой родословную от Адама до сыновей самого Таджа-ад-Дина. Вот. И там, в принципе, на вот эту родословную нанизывается вообще вот вся мировая история в том виде, в каком ее излагали поздние персидские историографы. Мы там и Сократа встречаем, и Александра Македонского, и много других исторических персонажей. А, Центральным эпизодом является принятие булгарами ислама, излагаемое в соответствии с булгарским мифом. Упоминается разрушение Булгара Тимуром, и последняя часть описывает события в Средней Азии и многочисленные переселения мусульманских ученых из Средней Азии в Поволжье и обратно. И заканчивается она родословной северо-восточных башкир, которая вполне соответствует тому, что фиксируется этнографическими материалами. Таджи-ад-Дин, создавая свое вот это сочинение, попытался интегрировать все исторические источники, все группы источников о прошлом в нечто единое и в рамках единого, хотя и мифологического рассказа описать как свое семейное прошлое, так и прошлое своего народа. То есть он опирается и на Чингизнаме, и на тимуридскую историографию, и на клановую генеалогию. Получается, связанный текст у него получился, причем был он достаточно популярен. Сам Таджадин описывает цели своего рассказа как то, что как раз систематизацию и фиксацию устных и письменных сообщений о касающихся происхождения башкирских кланов.
Вот. И, собственно, дальше он пытается увидеть и продемонстрировать свое собственное место в этом историческом процессе, в этой цепи имен, в этой цепи событий. А, Так. а, а, с- Лишний слайд, прошу прощения. Завершающим и одним более поздним, уже сочиненным в 1885 году, трудом, в котором булгарская историография начинает переосмысливаться, является сочинение «Тавариха Булгария. История Булгарии или булгарские хроники отца и сына Кииковых». А, Собственно, Кейковы пишут, что отправной точкой для их сочинения было желание уточнить и как раз-таки преодолеть слишком большую мифологичность, слишком большую анахроничность и внутренние противоречия сочинения Тавариха Булгария. Соответственно, они пересказывают Тавариха Булгарию, уточняя некоторые его сведения. Они рассуждают о времени принятия ислама народами Урала-Поволжья, то есть сначала излагают версию о потомках пророка Мухаммада, а потом отмечают, что вообще-то люди более знающие, люди, обладающие книгами, сообщают, что это все не так, и что, скорее всего, все-таки ислам пришел сюда в эпоху Ахмада ибн Фадлана. Но Аллах знает лучше. А, а, будучи представителем башкирской знати и сохраняя, по всей видимости, память о том, какими страшными вообще-то событиями сопровождались завоевания Тимура, Али Чукури и его сын Арифуллах критикуют Тимура за разрушение Булгара, за нападение на Османскую империю и заявляют, что миф о нем как о религиозном герое совершенно несостоятелен. И, наконец, завершают они, вернее, не завершают, обсуждая современность, они обсуждают положение мусульман в Российской империи и заявляют, что положение это очень даже хорошее. То есть демонстрируют то, что я вслед за нидерландским исследователем Михаэлем Кемпером называю российским патриотизмом. Ну вот, очень такая характерная цитата, зачитывать, пожалуй, не буду, но Кииковы, которые много путешествовали, в том числе за рубеж, оба рассуждают о том, что российское царство такое хорошее, потому что в нем есть хорошие императоры, императорам служат милостивые и мудрые полководцы, и, соответственно, вот поэтому наше царство лучше всех прочих. А, а, То есть здесь мы видим, что рассуждение о некоем свойственном мусульманским интеллектуалам imperial ignorance, о том, что мусульманская мысль существовала отдельно от того социального, политического, общественного контекста, который имел место в России того времени, ну, они несколько, далеко не во всех случаях являются обоснованными. Во второй половине XIX века а, начинается постепенное движение к, собственно, научной критической истории современного типа. Мухаммед Мухаммедбаев в своих записках постепенно компилирует сведения из местной историографии, переводов с русского языка и собственных наблюдений для того, чтобы наметить ключевые такие схемы, ключевые узловые точки прошлого региона и прошлого народа и своего края. Арифуллах Басрави, сын Али Чукури, уже в зрелом возрасте, в начале 20 века, переосмысливает Чингизнама, переосмысливает собственную генеалогию, фольклор, тоже обращается к опубликованным источникам из средневекового мусульманского летописания, к неким выпискам из русскоязычных текстов и пытается построить историю уже менее противоречивую, менее мифологизированную, более строгую. Однако свой труд он завершить не успевает, поэтому сохранились только фрагменты, по которым достаточно сложно судить о том, каким должно было быть целым. На основе русских источников излагает историю народа
имам Челябинской мечети Мухаммад Мунир Хадиев и публикует в 1912 году монографию «Башкирская история». Наконец, выдающийся интеллектуал, религиозный деятель, шейх, переводчик Мухаммад Мурат Рамзи Аль-Мензелеви, о котором мы уже говорили немного в рамках нашего разговора о языках мусульманской культуры, синтезируя восточные и западные источники и методы, пишет общую историю всех северных российских тюрок-мусульман, причем пишет ее с позиции именно общемусульманской на арабском языке и создает двухтомный труд Талфик аль-Ахбар ва Талких аль-Аthар фи Вакай Казан ва Булгар ва Мулюк ат-Татар. Нанизывание известий об истории Казани и Булгара и о татарских царях, где он как раз где он уже выстраивает такую связанную, концептуальную, ориентированную на современные методы подходы и по возможности строгую историю. Первый общеисторический и общетеоретический том его работы был переведен на русский язык коллективом под руководством Салавата Хамидуллина, доступен в интернете. Второй том представляет собой в определенной мере сложность в плане перевода интерпретации до сих пор, потому что, с одной стороны, он очень подробен, с другой стороны, в царской России он был запрещен за оскорбление августейших особ, а в нашей вызывает опасения со стороны, ну, с точки зрения того, что все еще кого-нибудь может оскорбить или обидеть или расстроить. Поэтому исследователи, которые владеют арабским языком, на него его исследуют и ссылаются, но до перевода дело может, скорее всего, в ближайшие годы не дойти. Однако именно Мурадом Рамзи вдохновлялись очень многие исследователи истории, собственно, те, кто пришел в науку уже, собственно, в систематическую такую институциональную науку в начале 20 века, поэтому этот труд как раз перебрасывает мост между традиционной историографией и современной строгой научной, собственно, историей. Что ж, в завершении своей сегодняшней лекции, я думаю, будет достаточно много вопросов. Я должен выразить благодарность тем авторам, чьи переводы мною были использованы в ходе настоящей лекции. Ишмухамед Гильмудинович Галяудинов перевел «Тарих Нама и Булгар» Таджаддина ибн Елчигула, выдающийся историк Чулошников под его руководством с чагатайского были переведены документы, связанные с Батыршой. Публицист Кадыров перевел на современный русский язык Таварих и Булгарию Муслими. Таварих и Булгарию Кейковых переводил на русский я сам. Фотокопии рукописей, которые мы видели, были предоставлены мне уже упомянутым Ишмухаметом Гельмединовичем Галяудиновым, Минигали Хусейновичем Надыргуловым и также приобретены у Института восточных рукописей Российской академии наук. Классные цветные рисунки, подготовленные в свое время для цикла программ «Историческая среда» и «Надо знать» Даяном Юсуповичем Валиуллиным. Вот. И, собственно, отвечая на сформулированный после прошлой лекции запрос, немножечко расскажу о себе. Я учился в 144-й башкирской гимназии в Уфе, и там был кружок арабского. Арабскому на этом кружке меня научить не смогли, но зато показали, собственно, с алфавитом познакомили и продемонстрировали, как можно читать тексты на тюрки.
Дальше уже в подростковом и таком студенческом возрасте я самостоятельно, я учился на журфаке Башкирского госуниверситета, самостоятельно уже по монографии Ишмухамеда Гильмудиновича Галяудинова, вернее, по приложениям к ней, начал потихонечку, сначала с большим трудом и по складам, составляя буквально буквы друг с другом, пытаясь составить из них какие-то слова, читать на тюрки, и потом эти знания, компетенции углубил уже в аспирантуре и в ходе самостоятельной профессиональной деятельности. Вот такой вот был у меня кружной путь. Но своим компетенциям я считаю себя обязанным прежде всего Галяудинову, хотя не учился у него в аудитории, и руководителю редакции познавательных программ башкирского спутникового телевидения, историку Салавату Ишмухаметовичу Хамидуллину. Вот, в общем-то, люди, которые, а также, ну и на мое формирование как востоковеда очень серьезнейшим образом повлиял отдел письменных памятников народов Востока Института востоковедения в Москве, в конференциях текстологии и источниковедения Востока, в которых я участвую с 2015 года, и вот там, проникаясь этой атмосферой, методологией, подходами к работе с текстом, я постепенно начал пробовать применять то, что московские востоковеды делают с персидскими текстами и с арабскими к нашим тюркским, и это начало получаться. Вот такой вот достаточно кружной путь в науке и в работе. И сразу отвечая на комментарий про московского царя как продолжателя дела Чингисхана, на самом деле это для истории, собственно, российского Урала, Поволжья, Сибири, для истории постордынских государств и обществ это не то чтобы прямо инсайт, то есть действительно московские цари, обращаясь к своим тюркским подданным, использовали ту же риторику, те же, собственно, речевые обороты и так далее, что и правители Чингизиды. И акт коронования Ивана IV в качестве царя, он не только, в общем-то, делал его преемником византийских императоров, царем в русском обороте прежде всего называли ханов из числа чингизидов. То есть там был ордынский царь, были сибирские цари и царевичи, касимовские ханы, несмотря на свою политическую незначительность, тоже именовались царями, их дети царевичами. То есть для своих тюркских и мусульманских подданных московские цари очень долго использовали ту же риторику, те же приемы, те же способы демонстрации власти, что и чингизиды. И вот эта преемственность, она вполне четко осознавалась. Особенно здесь, на территории Башкирии, которая, как показывают исследования профессора Азнабаева, управлялась, цитируя русский канцелярский язык XVII века по старине, то есть потому, как вот было заведено при ханах. Вот, поэтому и есть, кстати, достаточно интересное исследование Вадима Винцеровича Трепавлова о восприятии образа царя нерусскими народами России в 17-18 веках. Вот там, в принципе, тоже это довольно явственно и довольно четко видно. Ну что ж, теперь, наверное, если есть, то перейдем к вопросам, комментариям, дискуссиям. Искандер, большое спасибо. Классно погружаться с тобой. Вот, если есть вопросы, вы можете озвучить, а я, наверное, задам свой позже. Вот. Окей, я задам свой вопрос. Мне интересно, ты говоришь о том, что ты перевел Кииковых. Ты сказал, они братья или это отец и сын? И мне почему-то очень интересно, откуда они и как этот текст сохранился. Спасибо большое за вопрос. Они отец и сын. Мухаммад Али Кииков писал под псевдонимом, использовал Низбу, то есть указание на происхождение Чукури. Они происходят из деревни Старочукурова
нынешнего Татышлинского района. Это вот прям самый-самый север Башкирии, небольшой такой населенный пункт, недалеко от границы с Пермским краем. А свою родословную они возводили к Уйшин Майкыбию, одному из главных героев Чингиз-Наме. Вот, там у них, соответственно, да, они вместе со всеми башкирами клана Табын, вот, в общем-то, считали себя его потомками, и современные генетические исследования, кажется, показывают, что не сильно-то они ошибались. Вот. Оба, собственно, они были потомками волосного старшины как раз верного царским властям на протяжении всей своей карьеры шарифа Кейкова, который жил в середине XVIII века. Отцом Мухаммада Али Чукури был Абдас Салих, который, в отличие от всех своих родственников, которые пошли по военному пути, были кантонными начальниками, офицерами, он стал имамом, суфийским шейхом, и сыновья Абдас-Салиха тоже занимались религиозной деятельностью. Али Чукури известен в нашей историографии в таком более уже приближенном к современному башкирскому литературному варианту, как Гали Сукрой. Вот он даже в школьных учебниках есть. Он был переписчиком книг, поэтом, суфийским шейхом, и очень много внимания уделял своей родовой клановой истории, и за счет вот этого как раз является одним из самых изученных интеллектуалов того времени, потому что то, что он писал в своем происхождении, оно вот было очень важно для историков и этнографов на протяжении всего XX века. А, Вот. Соответственно, происхождение самой рукописи очень интересно, потому что фактически ее составил Арифуллах, младший сын Али Чукури, причем находясь на службе в российской императорской армии. Вот, то есть он проходил службу в городе Харькове в качестве младшего медицинского фельдшера, и вот он там в предисловии пишет, что вот служу в армии, и здесь есть все возможности заниматься умственным трудом, и из отцовских разрозненных записок собираю я вот этот вот труд, который называется «Тавариха Булгария». А, Судя по оформлению рукописи, она была подготовлена для издания, отправлена в Казань, но сам Али Чукуринин, вернее, сам Арифуллах уже в 90-е годы XIX века, не называя ее по имени, пишут, что вот отправили мы ее в Казань для издания, и там ее украли, потеряли, и ничего хорошего не случилось с ней. Ну вот на самом деле не то чтобы ее потеряли в составе коллекции археограф Саида Вахиди, она попала в Институт восточных рукописей и там прекрасно сохраняется. Вот, как-то так. Что касается визуального материала, ну, вообще, вообще там, там, где был древний Булгар, сейчас находится историко-археологический музей-заповедник. Это юг современной республики Татарстан, Спасский район, недалеко от Волги, от Куйбышевского водохранилища. И, ну, собственно, после археологических раскопок там все было прекрасно где-то отреставрировано, где-то законсервировано, поэтому Булгар очень даже визуально сохранился. Там живописные минареты, ханские усыпальницы и так далее. Вот. На средневековые города Центральной Азии он был похож, то есть каменное строительство было напрямую из Центральной Азии заимствовано, но, в общем-то, отличался он тем, что был более компактным и тем, что у него был, кажется, по всей видимости, деревянный посад. Вот. Ну, вообще, Булгар место такое достаточно посещаемое и достаточно туристическое. Можно еще вопрос? Я вот, может быть, не очень хорошо Да. запомнила имя автора. По-моему, ты сказал Мурат Рамзи, Мгм. Мурат Рамзи, который Да. написал историю, историю народов Башкортостана, что-то такое, да? Это вот что я Ну, успела прочитать про башкир.
я так понимаю. Ты сказал, что историк Салават Хамидуллин а, м, перевел или, ну, в общем, как можно познакомиться с этим? Или нет какого-то перевода? Нет, перевод есть. Мурат Рамзи писал общетюркскую такую историю с упором на тюрок Мгм. мусульман, которые являются подданными Российской империи. При этом сам он жил в Мекке и был османским подданным, поэтому к действиям Российской империи относился, ну, мягко так скажем, критически. Вот. Его труд очень серьезно повлиял на формирование Ахмедзаки Валиди как историка. То есть он именно Мурадом Рамзи был вдохновлен, он сам об этом пишет. Первый том его работы переведен, он есть в интернете. Вот, то есть можно там просто ввести Мурат Рамзи Талфик Аль-Ахбар PDF, и вот он там будет. Вот. А, Спасибо. Вот, то есть он есть, но он вот как раз и переведенная часть, она показывает как раз Мурада Рамзи как историографа, то, как его историческая мысль, теория формировались, на что он опирался и так далее. Более конкретные события, изложенные им применительно к региону, изложенные им во втором томе, вот, но с одной стороны с ним такая парадоксальная немного ситуация, то есть есть несколько исследователей, которые заявляют о желании его перевести, а с другой стороны, это очень толстая книга, вот, на арабском страниц под 400, кажется, которая требует очень много не только арабистических компетенций, но и, собственно, компетенций по истории России и так далее. Очень царских особ он там ругает. Поэтому там вот совершенно не факт, что ее переведут. Но если переведут, будет классно. Вот. Но первый том есть. Вот. Ну, собственно, еще вопрос про Кадыра Алибека Джилаири, который жил в Касимове и посвятил и начал Джамиа Таварих, собрание летописей с похвалы Борису Годунову. Ну, Джамиа Таварих Кадыра Алибек Джилаири а, написан на тюрки, вот, а тюрки был ставлен их как языком, канцелярским языком. Поэтому, соответственно, представители царской администрации вполне, в принципе, могли оценить степень лояльности Кадыра Алибека и, возможно, его чем-то пожаловать. Вот. То есть, так, в принципе, очень, очень большая доля как внутренней переписки, так и дипломатической переписки, она велась как раз на тюрки, и специалисты соответствующие были как в Москве, так и в Уфе, в Казани, Касимове и в Астрахани, то есть во всех местах, где это было востребовано. Что касается письменных источников, в которых башкиры впервые упоминаются как народ, если говорить об арабских и персидских источниках, то первое, по всей видимости, первое хронологические упоминания – это книга «Путей стран» Китаб аль-Масалик валь-Мамалик персидского географа Ибн Хардадбеха. Это 1860-е, 80-е годы на арабском языке. Там содержится упоминание, что где-то в 1825 году путешественник Салам ат-Тарджиман вышел из Дербента, обогнул Каспийское море, и вот где-то там вот между Каспийским и Аральским морями встретил народ Аль-Базджирт. Вот. Что касается событийной, ранних событий, то есть персоязычное сочинение Зайн аль-Ахбар, которое восходит, по всей видимости, к переложению
еще сасанидских, еще среднеперсидских хроник историком, переводчиком Ибн аль-Мукаффа, где башкиры упоминаются в контексте возникновения каганата сибирских кыргызов. Вот, то есть там, соответственно, там сам текст XI века, но восходит он, по всей видимости, к сообщению вообще века 8. Вот. Это что касается того, на что хватает моих компетенций. В целом же в науке о башкирах считается, что первое упоминание в целом в письменных текстах это китайская хроника Суйшу, VII век, где упоминается, что на западе пределы тюркского каганата простирались до гор Юлий-Боли и до народа, и что там вот в группе племен Теле фигурирует некое сообщество, которое на современном китайском читается, кажется, примерно как Бэйджоу Цзили, а вот на старокитайском Башукили, и вот этих Башукили как раз обычно идентифицируют с башкирами. Вот, то есть где-то вот между VII и IX такая общность уже имела место и в исторические источники попадала. Спасибо. Мне Ну, так, пожалуйста. мне так интересно послышалось, как ты произнес название Уральских гор. Мгм. Как еще раз, Вот, ну пожалуйста? там вот там в русской транскрипции там Юли Боли, и вот как-то вот китаисты, исследователи вот этих и тюркологи вот как так, в общем-то, считают, что вот это может быть Урал. Понятно. Вот, но Спасибо. это далеко выходит за пределы как доступных мне языков, так и привычной мне хронологии. Мне вот уютнее в том, что поближе. Да, хорошо, спасибо. Друзья, пожалуйста, если есть вопросы, еще есть возможность побыть вместе, пообщаться. Расскажи, пожалуйста, Искандер, следующая лекция у нас о чем будет? Так, следующая лекция у нас будет о толкованиях Корана. Вот, о двух текстах, которые были составлены в Башкирии в XIX веке и демонстрируют два очень разных подхода к Корану. Такой функционалистский, то есть как такой некий артефакт, как средство приобщения к благодати, и интерпретаторский, как Коран как источник ответов на все жизненные вопросы вообще. Второй текст составлен уже знакомым нам Таджаддином ибн Елчегулом, о котором мы сегодня уже говорили. Первый текст очень малоизвестным богословом Бахадир Шахом Аль-Гайнави, который жил в нынешнем Пермском крае. Вот. Да, интересно. Хорошо. Ну что ж, судя по всему, вопросов нет. Я вас всех благодарю. Благодарю, Искандер. Спасибо еще раз. И тогда Спасибо большое. до До следующей встречи. через 2 недели. Спасибо.